Всем мир! Итак, сегодня у меня на опытах вот такой красивый слиток булата, который мне прислал мастер из Словакии Бронислав Лизон. Он у меня лежит около года, поскольку мне было даже жалко его ковать. Красивый золотистый цвет и видна структура дендритов. В прошлом видео, которое называлось «Самый настоящий булат», я рассказывал, что этот булат сделан не из переплавки заводской стали, что делают все, а этот булат сделан из того, что было в древности, а именно из руды. Кому интересны подробности, посмотрите прошлое видео. В общем, я все-таки решился его отковать, учитывая те нюансы, которые я заметил при работе с первым слитком. Первое изменение – это направление ковки. Первый слиток, по рекомендации Бронислава, я вытягивал в длину, а этот я решил осадить, поскольку мне показалось, что это лучше соответствует росту зерна, и карбидные скопления перестанут выпадать целыми пластинками. Второе, я решил все-таки не жадничать и срезать нижнюю часть слитка, которая сильно размочаливалась при ковке хвостовика. А поскольку при осадке она оказалась бы на спуске, то могли бы появиться неприятные артефакты. Собственно, на видео заметны неоднородности на срезе. Это не раковины, но явные изменения плотности. Я хотел срезать еще и верхнюю часть, там, где часто образуется усадочная раковина, но пожадничал, о чем, естественно, и пожалел. При расковке мне пришлось постоянно срезать трещины в этом месте. Хоть усадочной раковины и нет, но плотность центральной части слитка низкая. Этот эффект охлаждения слитка давно известен. Поэтому часто после осадки слитка применяли метод прошивки получившейся лепешки в центре. И получалось кольцо, которое разрезали и разворачивали. И получалась полоса для клинка, у которой вся центральная часть слитка оказывалась на обухе. Мне, по сути, надо было сделать то же самое, но при наличии болгарки, наверное, быстрее срезать трещины. Относительно откованного слитка могу сказать следующее. Слиток куется мягко, как обычная углеродка. Никаких раковин и трещин, кроме как в зоне усадочной раковины, нет. Опять немного сыпется окалина. Возможно, высоковата температура ковки, либо выгорают какие-то лишние элементы. После первого слитка мне стало понятно, что данный тип булата стоит закаливать на террастит или сорбит. Мартенситная закалка жестковата, поскольку карбидные частицы очень крупные, и в твердой матрице они не держатся и высыпаются целыми пластинками. Итак, провожу закалку в масло и отпуск. В общем, на удивление, мои доработки дали неплохой результат, что очень заметно при заточке. Клинок теперь точится менее жестко, чем в прошлый раз, и его все-таки удалось нормально заточить на угол 25 градусов с маленьким выкрашиванием кромки в одном месте, что на прошлых клинках не получалось никак, даже после сильных отпусков. Я считаю, что это большой шаг в нужную сторону, хотя что именно повлияло на направление ковки, закалка или сам слиток, сложно сказать. Надо больше материала для опытов. И хотелось бы знать, какое колебание качества самих слитков. В общем, с булатами экспериментировать гораздо сложнее, чем с заводским прокатом, которого, во-первых, много, а во-вторых, он гораздо стабильнее. Но, надеюсь, эта информация будет полезна булатоварам. Как я неоднократно замечал, мастера, которые варят булат, не понимают и не уделяют никакого внимания термообработке. Все знания уходят на получение настоящего булатного узора или того, что они считают за таковой. Как будто узор все скажет о свойствах. Это не так. Узор говорит только о потенциале, а хорошая термообработка дает 90% успеха в резе. По результатам тестов на канате, качество и агрессию реза полученного булата можно сравнить с У-10. Но этот булат режет гораздо грубее, а при затуплении начинает рвать и скользить одновременно. Вот такое вот у него странное свойство. Два тестируемых клинка из этого слитка показали одинаковые результаты, 1 и 2 эталона. Собственно, результат практически такой же, что и на прошлом слитке. Данный результат булата ниже, чем близкий аналог из булатизированной У-10 или ШХ-15,
которые в среднем у меня дают 1,8 эталона и гораздо лучше точатся, режут и узор имеют не хуже. Пока что мне не удалось подтянуть результаты самоварного булата хотя бы до результатов У10. Вывод мой остается прежний. Самоварный булат в нынешнем историческом этапе ножи делия скорее для красоты, чем для работы, но надежда остается. Собственно, за все годы, что я режу канаты, я еще не видел ни одного приличного ножа из булата. Более-менее неплохо режут подделки из отожженной Х12МФ, но самоварные булаты – это просто катастрофа, которая не точится и не режет. Мне просто интересно, вообще существуют ли булаты, которые режут, или это сказки, на которых мы выросли и повторяем друг другу как мантру. Я знаю, что в России есть хорошие мастера, которые делают ножи с хорошей термообработкой, но их очень мало, и их имена известны только в очень узких кругах, поскольку они не делают массовый товар. У меня абсолютно некоммерческий канал. Кто его смотрит давно, тот знает, что у меня на канале нет ни просьб донатов, ни рекламы, кроме родной гугловской, да и сейчас и ее нет, как и копеечной монетизации. Я продаю только жертвы своих экспериментов и больше ничего. Весь этот канал я тяну за свой счет и только из любопытства. Понимаю, что сложно поверить в нашей стране в альтруизм, но, пользуясь, как говорится, случаем, обращаюсь к мастерам, которые варят булаты ради интереса. Не стесняться писать и присылать свои клинки или слитки. Возможно, есть какой-то мастер на планете, который варит легендарный булат, и никто его не знает. Канал у меня не самый большой, но все-таки его смотрят люди уже продвинутые, которые наигрались в именитые бренды и в раскрученных мастеров и хотят нормальный рабочий нож. Из булата, например. А как говорится, любое упоминание вашего имени хорошо, кроме некролога. Пишите мне на почту, и я готов абсолютно бесплатно отковать и протестировать ваши булаты. Любопытство должно править людьми, а не желание наживы. Далее идут сами тесты. Они несколько запутаны тем, что параллельно еще тестируется новый шнурок. Но кому интересно, можете посмотреть. Всем удачи! Ты что, включил? Да. Правда? Да. Добрый день, уважаемые любители остренького. Значит, сегодня у нас здесь на тестах замечательный, даже не знаю, как и назвать его. Значит, короче, в Словакии есть замечательный мастер Бронислав. Он из руды выплавляет что-то типа булата. И присылает его замечательному мастеру Жене, который уже молотком здесь у нас делает из этой заготовки, из сырца, настоящий булат. Сырца? Он мне слиток прислал. Он слиток прислал. Вот из сырца. этого... Сырец это такие... Это крица называется. А вообще сырец это спирт-сырец. Из него самогонку. Вот с этого места поподробнее, то про булат. Ножи какие-то, да? Нет, про самогон, ребята, это отдельное видео будет, даже не переживайте. Кстати, хороший отклик был на самогонные видео. Красавцы, всех люблю. Вот. Давай, начали. Значит, особенность сегодняшнего тестирования будет заключаться в том, что резать мы будем на 2 весах и 3 контрольных шнурка. А ножей сколько контроля? Если у кого-то мозги вскипят, я не виноват. Итак, погнали наших городских. Первым идет старый шнурок, беленький. Совпало. Зубастый. Да, интересно, раз 20 Фокусик. Ну я в этот раз... 0,1. Я Белый. в этот раз его хоть заточить смог. Подожди, белый. Так, белый. Не, вот здесь. Там белый. только одна выщерблена получилась.
белый 0,1. Не трогай пока. Так, теперь шнурок с Озона. Вы пока проэкспериментируете, он затупится. Понял, с азотом? Да. С закисью азота. Пошел в жопу. А без Вани было скучно, правда? Согласен. Однозначно. И картинка не та. Да, народ не пишет комментарии гневные. Что за тролль у вас там на заднем фоне? А так просто слегка уже, что снимать не умеете. Рукожопы. 0,2. Вот этот шнурок мне больше нравится. Сразу цена падает. Мне тоже. А вот для этого они и приведены, чтобы цену обратно поднять. А то вот начнут В тут. смысле, вы как Набиуллина в Центробанке, что ли? Да-да. Кручу-верчу, запутать хочу. Только круче. И вот этот вот просто охрененный. Не, вот этот мне нравится. Вот Полидо. этот просто охрененный шнурок. Он оттуда, Ваня, оттуда. Это ты когда был последний раз? Ну тоже 0,2. Тоже 0,2. Но этот красивее. Не, этот мне нравится, шнурок он стоит. Он, видишь, Да, Вань. как проволока. И его много. Итак, А почему смена шнурка-то, кстати? Я тоже видел это у Ромы видео. А ты знаешь, они периодически режут, он кончается. а ты в курсе, что шнурки кончаться Нет, изволят? это понятно. А там новых как нет можно таких? узнать, где это произведено? А там уже не производят, к сожалению. А, не производится, прям шнурок не производится? Так? Ты видишь, я в ступор впал от твоих вопросов. Ну, в принципе, да, ну Да как. на 7 поставьте на Ну это, иногда так. Так, Егор Сергеевич, Где он там занят? Егор Сергеевич, Где он занят? так, ты участвуешь? Не, я за рулем. Ваше здоровье, господа. Ина. А, вот, блин, ты же это. У тебя же соревнования. Да не я откосался. Знаешь, мы что хотим, то и пьем. У нас вся... Не, водка тоже разная. Ну все. А он уже сдох, скорее всего. Так, ну-ка отстаньте отсюда. У нас... Хватит трындеть, кино снимают. Есть. Ну ладно, тогда пойдем. Там народу, блядь, там ходи. В твою сторону. Сколько? 7? 5. Такое ощущение, что Слышишь, в камеру говори. Значит, на белом шнурке после 50 резов 5 килограмм. Булат, белый это стандартный. это тот, который кончился, его Ваня, больше ты видел нет. этих столей? И его не будет. Зебрана. Нет, это Это не зебра, Не точно. зебрана, как? Нет, зебра. Лайспик. Да, потому что это не точно. Лайспик, да. А, ты решил этот СВ продать, да? Да. А что это? Версию надо. Деньги тебе? Надо? И почем? О, это 6, правильно я понимаю? Там точка внизу есть. Какая точка? Что ты ее не там поставил, Вань? Это не так ноль. Сколько? 7? Да я и говорю, ты точку не Шнурок там поставил. Озон показал 6,2. Это же D2, Вань. Еще раз 20 надо. Я думаю, ты на клинке будешь сильно удивляться. Да, да, не, я Шнурок Кона. не сильно удивляться, но я понимаю, что цены выросли. Да. Вы сказали, Да я что 30 надо, я тысяч на штраф. барахолках покупаю. Я
Это если, вот если мне совсем что-то прям нравится, тогда я покупаю его от мастера. А так, цены какие-то вообще астрономические. Шнурок Кона 5,5. Они разные ножны. Вот Это они барбер, ближе. что-то такое. Да. Как он там называется? То ли Джон, то ли... Ну ты понял. А ты нарезать руку смотришь? Слушай, если нарезать руку, это, знаешь, как, давай нарезать руку вообще не будем писать. Там и дебюхинские ножи, знаешь, стоят по 80 тысяч, а у него по 30 тысяч на этом самом не стоит. Метропия, как... А нарезать руку не будет. Ну чё? Так, на этих весах 5 килограмм. То же самое. Белый шнурок. Подожди. Продает золотонож, продает шейный, вообще красивый. Шнурок Азом. Россия ножей, там, кстати, цены тоже не такие уж и низкие, но у них, знаешь, что мне не Там нравится? не Озон говорить, а Ножи производитель. делают чисто А он не под знает. а при этом они делают их в кожаных ножках. То есть они делают там ножи чисто для кайдексных ножек. Но я так понимаю, что они сейчас, наверное, будут это самое. 6,1. И делают они фултанды тоже, они, знаешь, весь как Ну, да, кирпичи. всё. То есть красивый нож весит как кирпич и еще в кожаных ножках. Они сейчас просто некоторые любят кайдекс, некоторые любят. Нет, понимаешь, там зависит от стиля. Они делают все, там, этот самый карбончик, то, все, 5-30, какие кожаные ножи. Шейный нож, ну, знаешь, там весь в карбоне, какие кожаные ножи. Хороший кайдекс. Не, ну тут должно быть, понимаешь, то, что дерево там и всякое такое, да. Женя в голове классика, какая-то карказямба, которую никто не помнит. Да не дай бог Жене в голове там посмотреть, что. 5,5 шнурок Кона. Короче, два шнурка 5,5 показали, 1,62. А на весах как весено? Че? Ты не 50 режь, Это мой чай. Вот мой чай. Женя, 30 режь. Там и на кружке написано «мой». Так. Женя, 30 режь. А что за клинок? 20, я думаю, хватит. Из сердца. 20. Ну, проверьте на одном, что может дорезать еще не знаю. Подожди, сейчас мы это сделаем вот так. Объясняю почему. Потому что его не жалко. Потому что его уже 300 метров. У вас 300 метров? Кто-то подарил? Конечно, Я думаю, что мы так пыхтим тогда, блядь? Большое спасибо спонсорам, которые, ребятки, люблю вас. Нифига себе, у него спонсоры есть. 16. А кто ваш Да, спонсор? да. Дмитрий, мы хотим с ними познакомиться. Они остались неизвестными, сказали, прислали, мне посылка пришла, ящик, Известная коробочка пришла. Открываю коробочку, а там лежит Червонцы. 300 метров шнурка контрольного. Описание шнурка и адрес какой-то Марья Ивановна из Сургута, хуй знает откуда. Может, Это слово нельзя это говорить. Шатун нам прислал? Господи. В любом случае, ребятки, Спасибо. вам большое спасибо. Ну, я не знаю, из Сургута. Шатун пользовался всем, чем угодно, только не широкополосным. Нет, почему последнее-то видео? Там что-то там много. Кембрик. У него была херня, вот там кембрик одевал, да. Широком он тоже пользуется. Нет, он кембриком. Я смотрю, вы фанаты. Так а там что, зажигатель? Игорь Дмитриевич, а может Не, я ваши, пару ваши раз там эти посмотрел, самые чуть не умер. спонсоры проспонсируют Не, зимний лучше бы, чемпионат конечно, он по бы показал в результатам? том карасе, там окуне, вот это вот долго. Ямщик не гони лошадей. Сколько там получилось? Помедленнее кони. Надо еще десяточку проверить. Надо вот это нам сейчас Как в анекдоте. Анекдот как это самый. Еще 20. 20? Ну, он не режет ни хрена. Но он не режь ни хера, но еще 20. Говорит, отрежь канат. По 20 метров. Они, блядь, сидят, а он не режет. А они думали, что они там сейчас помнят, блядь. Заплачивали Чубамов, да? 20. Можно еще 10. 100 получилось. Нет, 40.
90. Чуть помедленнее кони. А вот то, что режется вот так, то через черный с желтым, то через белый, а вот чуть-чуть, то через Они же сплетены. черно-белый. Играет роль? Это что, цветоненавистник, что ли? 7. Нет, я просто думаю, что там реально может быть серьезно. Да и пускай, главное, чтобы единообразно было. 7 на этом или 7 на том? На белом сколько? 7. Так, на этом 7, а на белом Поэтому надо каждый раз контрольный нож. На чем Я хочешь тебя. резать? Это колбасе, я согласен. Сейчас должна быть печка, от чего плясать. Согласен. Какая разница, будет скопление, без скопления. Если у тебя одинаково, ты сравниваешь с ножом, который нож, можно 6,2. Все, я понял, ты прав. 6,2? Да. Раньше Килограмм было разницы. больше разницы. Потом там даже и влажность. Давайте такой, дорежем. всё, нужно реально проводить каждый раз. Блять, я уже запутался. Потому что одно дело... Сколько там- Я вам говорил, Резов сколько? 100. 90, прошу прощения. Так а сколько он показал? Пока ничего там молчишь, пока не все. ну пока не 7 килограмм, вот сейчас 100. Давайте на 100 сейчас запишем. Зачем вы их записываете? А как иначе? Соточку надо записать, а все остальное. А у тебя есть с собой что-нибудь интересное? Вот, булат, видишь. 100 резов. Проверяем. Неужели не На интересно? белом шнурке. И Это на... тебе интересно. Тебе как экспериментатору, На этом. тебе интересно. А все остальное мне не интересно. Блин, вот как люди что с этим делают? Как всеми остальными на полочку положить. На полочку положь, красиво будет. Не, ну за грибами не пойдешь, Почему? ржавеет. Да и хер с ним, пускай Я ржавеет. после каждого гриба его протирать. А зачем? Потом протрешь об штаны, когда из леса Слушай, я выйдешь. тебе сейчас покажу. Ну что, 7 или еще? Тоже я был на... Сколько? Подожди. Точкой для кост. Не надо на другие. Не-не-не, Жень. И Ладно. забыл, там слепит. Ты что, хвост держишь, что ли? Кости? Ну это валиула. Ну это кости. Не свести денег. Страсть такая. Слушай, на этом шнурке ровно хороший шнурок. Уже было 10 столетий назад. Не было. Как это не было? Вот написано. На этом они были одинаковые, не одинаковые, он там полкилограмма давал больше. Полкило давал разницу. На этом тогда 7 было. Да. То есть вот это черный пока выбрасываем. Так. Вы записываете или забыли? Таки вы... 300 метров. Да. Так. Сейчас 100 резов. Да, смотри. Мы перемерим, что нам? Действительно, заточим еще раз и перемерим. Только надо так на развороте продлевать. Давайте я буду записывать. Пошел. А, это вы? О, Величество, да ты нарезался. Мартыш как старости слабо глазами стал. Не, ну здесь 100 резов нет, однозначно. Сколько? Ну сколько? Сколько записывать? Грамотами можно? Ой, какой ты нудный, блин. Я должен записать? Шесть и 5. Записал. Следующий. Следующий. Это Кона? Кона. А, вот, то есть тут это сюда заламывается, да? Прикольно. Слушай, прикольно. 7. То есть вот так вот он вообще. Кона 7. Значит, будем Коной резать на 7,5. Теперь берем вот сюда. Подожди. Еще раз. Просто перепроверяем. Какое? 6,5. Шесть и 5.
Мне второй еще. А мне подержать дадут? Ну что? 7. Ну, одинаковые весы, одинаково Одинаковые, показывают. одинаковые. Да. А то некоторые тут... Черным будем? Давай. Не, ну как скажешь. Че тут? Дайте подержать ножик. Да? 7,5. Черный 7,5. Сколько, я не понял, всего. Ну нет еще 7, 6,5. А 7,5 Ну это на черном шнурке. Что, сам что ли сделал? 7,5. Одинаково, абсолютно. Как Так, что у нас? так открывается руками. Так, Евгений. Ёб твою мать, а если он чпокнет, так А пипец он, пальцем? видишь, у него на 90 градусов он стопорится. Вот, я тоже стопорится. Евгений Ну Хуй. если Когда пальцы закрываешь, попадут, останешься Вот, да, А Евгений? там нет подтяжки вообще нет. Значит, Вырезать собираете? у тебя в этом положении стопорится. Подожди, теперь давай разберемся. Все, я все запомнил. Сколько еще? На полкило. Я, говорит, все запомнил. Сколько еще? 10 раз. 10 раз. Ты просто, я думаю, жмешь вот эту и зажимаешь. Мне вот видишь, мне нравится, что бумеранг, Ты ему ланец зажимаешь. 10. Но по ощущениям он уже килограмм на 8. Так, белый где? О, куда уехал, а? Что делает? Ну, давайте мы сейчас на нем до 7 дойдем. люфтов нет. Ну еще бы тут такое усилие. А вот смотри, вот на 90 градусов я чпок и встал, видишь, и пальцы не сложатся. А вот- Потом аккуратно А закрывай. вот сейчас вот сложишь, Так, так, все, убирай пальцы. а если забудешь, Поцарапаешь. поцарапаешь, паришь. Своими перчатками. А он тот дайте. Ну сколько? 7 есть? 7 есть? Что у меня Какой нет? там 8 уже он? Вот, здесь нормальный нож. 7. А на том, на белом? Нету. 6,8. Давайте дорежем. Еще 10. Подожди, какой шнурок? Я уже запутался. Ваня, Ты говори в камеру. Отстань. ты для чего это делаешь? ну я все Он для выложу там. тетрадки делает. А, он для тетрадки, правильно. А то начал за здравие, а кончает за упокой. И сейчас скажут, потом ни разу не был пойман. Да, это так. Мы пытаемся канаты Единственный, кто подогнать. меня поймал, это Егор Сергеевич, когда я мимо пробегал с бутылкой виски. Вот тут он меня поймал. Я даже Олег с капустой не поймал. Да. А что у меня? А он со шпенька не открывается, да? Я уже так говорил. Ты вот Ты так зажимаешь зажимай. лайнер. Хозяин открывает лайнер, не зажимай. Да. И теперь дави. Я не зажимаю лайнер. Это пипец. Вот здесь должен быть, да. Открой это самое, попробуй еще фронтфлипперы направо. Кем? Этот не очень. Да, вот так. Большим пальцем. Тоже такой сделал. Вот именно. А спуски, Он не для всех. Ты спуски посмотри. В этом-то весь и прикол. Как неуловимый Он шок. не для всех. Не для всех, Жень. Канат-то отрезать можно? Давай попробуй. Ну, ты знаешь, что складывается. Этот получился 120 резов. 7, Он это, Но зато- брось, а этот 120 резов. Зато красивый. 7,2. он вообще не заточен, что ли? Ну что, наконец 7? Наконец-то все сложилось. Да. Два людей. Вань, Прям все 7,2? сложилось. Что сложилось? Ты скажи в камеру. Значит, белый старый шнурок, которого больше в продаже нет. Вот это вот один, вот этот хвостик. Продажи нет, просто ты его не нашел. Вон человек открывает вообще просто чик-чик-чик-брик, блин. Он спортсмен, серьезный человек. Ну, туговато. Я бы научил. У тебя его нет, я понял. Дальше что? Что он показал? Он показал ровно 7 килограмм, как и было раньше. Сколько резов? 7,2. Нет, 120 резов 7 килограмм. Да. Дальше. Следующий. А вот этот новый шнурок, который его много, он показал 120 резов 7,2. Так, а третий, который То есть стоящий? третий мы отмели, потому что он 6,8. Хороший. Отлично. Но его Но его покупать. покупать надо, его всего вот тут 3 витка. Но 7,2 это небольшая разница. Вань,
все упирается в 300, все упирается в 300 метров. в материальную базу, понимаешь? Но ты все равно не подгонишь. Ну что, в общем, будем резать до 7 Давай контрольный нож. Нет. Нет. Почему? Ну, чтобы были одинаковые показатели, режем до 7,2. Нет, давай контрольным ножом проверим. Зачем нам Жень, одинаковые показатели? Отойдем. Женя, Пойдем вот поговорим. что ты- нет, подожди, есть контрольный нож. Отойдем. Какая разница, какой шнурок? Отойдем, поговорим. Ты же по эталону равняешься. Ну, просто Ты надо... равняешься по эталону. Эталон был 7, а сейчас 7,2. Ну так эталоном еще не резали. Какой тебе эталон? Значит, наш господин сказал, что надо попробовать. Блин, на это видео придется вырезать. Я его хотел в видос ставить. А вы наговорили уже на 2 часа. Порежешь, что ты? Давай. Опять же, у тебя самые большие просмотры идут про инфилологию. Ну я же не... А ты надо снимать про инфилологию. Не этот. Строгает хорошо. Обалденно. Ты видел, как сливается Егор? Егор все пропустил. Ты видел, как он руку там ставит? Нет. Как карандаш. Покажите еще раз. На видео посмотрим. Ну что, хороший результат. 2 эталона. 1 эталон. Вот такая милипусечная милипусечка, что мы ее даже учитывать не будем. Просто Почему великолепно. 1 эталон? А сколько на том канате эталон? Не, нет еще эталонов. А вы на новом уже резали? Конечно, мы только на новом канате режем. Сейчас следующий будет эталон. Давай, Ванечка, эталон. выключай. Да. Давайте выпьем, и я пойду.